ходе Балканского кризиса регион стал свидетелем различных жестоких преступлений, включая военные преступления, преступления против человечности и этнические чистки. Российская Федерация последовательно выступает за расследование всех преступлений, совершенных в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине в отношении всех этнических групп, включая бошняков, сербов и хорватов. Нужно ли задаваться вопросом, кто из них пострадал больше? Если взглянуть на итог всего, по сути, десятилетнего конфликта на территории бывшей Югославии, когда сотни тысяч сербов оказались изгнанными из мест своего традиционного проживания, то нельзя не прийти к выводу, что они пострадали, по крайней мере, не меньше других. На сегодня перед регионом и миром стоит принципиально важная задача – добиться полного примирения и успокоения ситуации в Боснии и Герцеговине. Именно поэтому мы продвигаем инициативу достойно отметить 20-летие Дейтонского мирного соглашения шагами, направленными не на разъединение, а на сплочение всех народов региона с тем, чтобы Балканы могли поступательно двигаться в сторону большей стабильности, безопасности и межэтнического мира. Господин председатель, когда делегация Боснии и Герцеговины впервые обратилась к нам о необходимости отметить в ООН 20-летие трагедии в Сребренице, мы согласились в том, что это надо сделать достойно, с учетом особой чувствительности темы для народов, проживающих в Боснии и Герцеговине и в регионе в целом. Мы говорили о том, что сейчас необходимо подчеркивать пройденный позитивный путь и смотреть в будущее. Такого же рода соображения поначалу озвучила и делегация Соединенного Королевства, заявившая о намерении подготовить соответствующий проект резолюции Совета Безопасности ООН. Однако реализация данной инициативы показала, что она идет совсем в ином направлении. Внесенный делегацией Соединенного Королевства проект оказался неконструктивным, конфронтационным и политически мотивированным. Он содержал значительные перекосы, в результате которых вина за прошедшее возлагается, по сути, только на один народ. Подход, в соответствии с которым из всех военных преступлений вычленяется лишь одно, абсолютно неправомерен и чреват усилением и без того глубокого раскола боснийского общества. Мы с самого начала дискуссии стремились придать документу сбалансированный характер. Нами был предложен альтернативный вариант, базирующийся на устремленной в будущее логике. Однако наши ключевые положения были по существу проигнорированы. Более того, годовщина трагических событий в Сребренице была использована авторами резолюции для того, чтобы под шумок внедрить в нее некоторые несогласованные на межгосударственном уровне концепции и интрузивные правозащитные подходы, чреватые вмешательством во внутренние дела государств. Преданный огласке и заранее разрекламированный британский проект сразу же вызвал крайне болезненную реакцию в Боснии и Герцеговине и за ее пределами. Диаметрально противоположные по содержанию обращения от различных представителей многоэтнического и многоконфессионального боснийского общества лишь укрепили нас во мнении, что такой документ, будь он принят, делу мира на Балканах служить не будет, а лишь еще больше разбередит старые раны, обрекая этот регион на консервацию напряженности и отдаляя перспективы установления устойчивого мира. Эта реакция, в частности, нашла свое отражение в письмах, которые были направлены в адрес членов Совета Безопасности и генерального секретаря ООН, сербским членам Президиума БИГ, президентом Республики Сербской, а также президентом и министром иностранных дел Сербии. Получили такие обращения и мы. Данная тема стала предметом острой полемики в Боснии и Герцеговине. Настолько, что можно говорить о реальной угрозе подрыва стабильности страны, об утрате с таким трудом наработанных достижений в реализации Дейтонского соглашения. Кроме того, в нынешнем более широком контексте нельзя не усматривать в предложенном проекте попытки политического давления на Баня-Луку и Белград. Господин председатель, мы убеждены, что роль Совета Безопасности ООН должна состоять в том, чтобы укреплять устои международного мира и безопасности, а не расшатывать их. Каждый должен заниматься своим делом. Пусть историки анализируют перипетии конфликтов бывшей Югославии и его генезис, включая роль в его возникновении отдельных стран и союзов, принимавших поспешные решения. Пусть ученые помогут секретариату ООН и международному сообществу понять, где слабо проявила себя наша организация. Но давайте не будем погружать Совет Безопасности в исторические события. Слишком много нерешенных проблем предъявляет нам современность.
Пусть занимаются своим делом, дают необходимые оценки и выносят приговоры судебной инстанции, МТБЮ и национальные суды. Правосудие должно восторжествовать. Все преступники, вне зависимости от их этнической или религиозной принадлежности, должны понести то наказание, которое они заслужили. Господин председатель, в условиях отсутствия консенсуса по данному вопросу в самой Боснии и Герцеговине, а, как известно, парламент этой страны не смог прийти к единому мнению, равно как и члены Президиума Боснии и Герцеговины, принятие в нынешнем виде резолюции Советом Безопасности ООН стало бы абсолютно контрпродуктивным шагом, обострило бы ситуацию в регионе. 11 июля в Сребренице состоится большое траурное мероприятие. Принципиально важно, что в нем будет участвовать и руководство Сербии. Было бы неверно, если бы мы, Совет Безопасности ООН, политически предварили это событие принятием деструктивного документа либо демонстрацией раскола среди членов Совета. Поэтому мы призываем авторов проекта и вас, господин председатель, не ставить его на голосование. В противном случае мы будем вынуждены проголосовать против по мотивам, изложенным выше. При этом наше негативное голосование, если оно все же окажется неизбежным, отнюдь не будет означать, что мы глухи к страданиям родственников жертв трагедии как в Сребренице, так и в других районах Боснии и Герцеговины. Мы сами прошли через многое. Господин председатель, Россия и впредь будет прилагать самые энергичные усилия по последовательному осуществлению Дейтонского мирного соглашения, эффективно содействовать дальнейшей нормализации ситуации в Балканском регионе, примирению, выстраиванию там подлинной системы коллективной безопасности, способствовать укреплению климата доверия и сотрудничества. Полагаем, что к этому должны стремиться мы все. Господин председатель, я хотел бы повторить свое предложение не ставить лежащий на столе членов Совета проект на голосование. Благодарю вас.